Давайте поговорим об инвестициях в экономику республики, в первую очередь иностранных. Но активно ведутся переговоры с саудитами, о чем мы говорили. Буквально только что вы упомянули делегация послов 14 арабских стран. А о чем удалось с ними договориться? Вот именно в плане инвестиций. Пока то, что мы с Саудовской Аравией и с другими государствами работаем, то, что мы сегодня имеем, это, конечно, уже продвижение наших товаров, да, логистика и так далее, и так далее. И здесь у нас есть определенные успехи, в том числе с Саудовской Аравией. А с послами, то, что мы проговорили, это ознакомительная поездка, они увидели, они посмотрели, они оценили, в том числе на 3-4 предприятиях, которые у нас есть. И они готовы уже сегодня участвовать. Например, если брать уже вчерашний день, это уже ряд послов согласились и предложили принимать наших, я тоже как один из вариантов предложил направлять туда наших священнослужителей, которые должны выйти на уровень или аспирантуры, или докторантуры, или другого уровня, да, чтобы люди наши получали статусность и дипломы кандидатов или докторов наук, профессоров в сфере религиозного образования. И они согласились, и посол Марокко, посол Алжира готовы принимать наших представителей, которые поедут учиться, в том числе на полном обеспечении, уже непосредственно там. Это хороший плюс. Да. Второе, некоторые послы пожелали участвовать в развитии, в гуманитарном вложении наших развития культуры республики. Им понравились наши выступления, и они готовы поддержать некоторые проекты, в том числе и по приобретению оборудования, еще чего-то. Это такие небольшие шажки, когда уже сам посол лично хочет. Например, один из послов в разговоре с фондом солидарности, когда узнал, что есть такой фонд, что мы помогаем, пожелал лично свои деньги вложить на строительство одного дома конкретного. И потом после этого еще дальше вкладывать эти деньги. То есть это такие чисто рядовые действия, которые по вчерашнему дню. А так, в целом, конечно, они готовы собрать на своих площадках, в том числе посольствах, или непосредственно тех государств, которые они представляют, собрать инвесторов и, изучив наш инвестпортфель, создавать нам площадки для того, чтобы мы могли бы уже напрямую общаться, договариваться с инвесторами арабских государств. Хорошо. Как известно, федеральное правительство, к сожалению, отказывается использовать такого инструмента в работе, как региональные целевые программы. А существуют ли какие-то другие альтернативные механизмы для поддержки регионов? Много программ. Например, сегодня мы работаем над участием республики в госпрограммах развития. Да? Есть государственные программы. Это по линии Минобразования, федеральных министерств. И мы свою долю участия, как раз в понедельник буду заслушать, сегодня и на этой неделе работает и вице-премьер, и другие должностные лица, на каком уровне мы участвуем в этих госпрограммах, где есть подпрограммы и свои страницы для каждого субъекта, в том числе по линии курирующей, по линии Министерства по делам Северного Кавказа и лично Львом Владимировичем Кузнецовым. Поэтому, конечно, мы там участвуем, и это довольно серьезно хорошее подспорье. Тем более сегодня нашему региону, в том числе, дано право софинансировать только до 5%. Это большой плюс для нас. Поэтому есть такие программы. И да, мы с учетом скудности бюджета не можем свои региональные программы где-то делать. Денег где-то для того, чтобы сопровождать. Наши региональные программы, они заканчиваются на уровне 1,5-2, максимум 3 миллиона рублей. Это такие проекты, как безопасность дорожного движения, или общественный порядок, антитеррористическая защищенность, и другие вещи. А в глобальных масштабах, капитальное строительство, конечно, этого нам еще рано об этом говорить. Но я уверен, что к этому мы тоже придем когда-нибудь. Если говорить о социалке, несмотря на успешное осуществление программы социально-экономического развития, Ингушетия, республика по-прежнему отстает от России в целом, от СКФО в частности, именно по социальной инфраструктуре. Можно ли ждать в этой помощи дополнительной помощи? Да, мы сейчас участвуем в госпрограммах, об этом говорим. Кстати, я и Владимиру Ильичу Путину об этом доложил и показал эту таблицу, насколько мы отстаем. И это наша отсталость, это не сегодняшний день, это советское прошлое, когда на территории современной Ингушетии не особо строили социальные проекты, объекты. Поэтому мы сегодня на 80% по объектам культуры отстаем. Их просто нет. От других регионов, да.
И в этом плане сегодня помогает очень серьезно Министерство культуры Российской Федерации, лично Владимир Ростиславович Мединский. Я об этом тоже докладывал Владимиру Путину. Одно письмо, которое я подписал Владимиру Ильичу, именно строительство центров культурного развития. Это очень мощный, хороший проект, он недорогой. Вот сегодня Магасе этот центр спасает очень сильно нас всех. И у нас задача такие центры поставить в Малгобеке, в Карабулаке, в Сунже и в Назрани. То есть мы такие, если 4 центра поставим, охватить. А по своим объемам это недорогие, это по 100 миллионов рублей на каждый центр, ну вот недорогое. Но зато эффект огромный, очень хороший эффект там. И большое количество кружков и детей. Поэтому, конечно, мы довольно серьезно отстаем от социальных проектов, но надо признать, что мы за последние годы довольно серьезно выровнялись, вышли из состояния. Я уже говорил, там, если у нас в 2010, 2011, 2012 году не было даже первого уровня медицинского обслуживания населения, то сегодня мы вышли уже там на другой совершенно уровень. Мы вышли на современный уровень высокотехнологичного медицинского обслуживания населения. Потому что о чем говорить там. Я сегодня, кстати, планировал заехать на одну из операций там, детей. Я думаю, что успею заехать, посмотреть. У нас сегодня приглашаются такие светила медицинской науки Российской Федерации для того, чтобы совместно с нашими ребятами проводить операции, давать им на контроль брать, как проводят операции, и в последующем уже держать на видеоконтроле, по линии телемедицины, помогать, консультировать наших ребят, которые делают довольно серьезные операции. Ведущий опыт передают. Конечно. Хорошо. Подскажите, какие объекты в 2018 году будут построены в Ингушетии вот за счет средств резервного фонда президента? Не только в 2018, мы в этом году планируем, уже начаты ремонты, капитальные ремонты идут, и мы ждем средств, когда поступят там по 5-7 объектам по капитальному ремонту. Это различные там и дом ветеранов, там и места, и дом культуры, там и места здравоохранения, объекты здравоохранения, и Министерство труда, пенсионный фонд, вот такие объекты. И, конечно, следующий год не будет исключением в этом плане. Мы сегодня на этот год, если получится, очень хочется, чтобы это получилось, в том числе и строительство нового психоневрологического диспансера. То есть есть там проекты, по которым мы планируем. Но если чисто брать фонд президента Российской Федерации, мы рассчитываем получить порядка там 70 миллионов рублей, по которым мы будем проводить капитальный и текущий ремонт тех вот объектов социальных, которые в этом нуждаются. Будет ли продолжена реконструкция федеральной автотрассы «Кавказ»? Да, я тоже по этому вопросу обратился, очередную поддержку мы получили. И сегодня документы находятся на госэкспертизе федеральной. И министр транспорта Российской Федерации оказывает, и вместе с руководством Росавтодора оказывает в этом довольно серьезную помощь, поддержку. В этом году мы, главное, что с программы не выпали. Бюджетная стакана открыта. В этом году порядка 100 миллионов. И еще 200 миллионов обещал министр финансов лично. Это до 300 миллионов рублей. И если вы видели сейчас на въезде Магаз, мы в этом году буквально там еще полмесяца завершим полностью вот эту реконструкцию дороги от Магазского круга, который там до Магаза. Хотя эта задача была этого года и следующего года. Делаем сегодня надземный переход в районе 18-этажных домов, он тоже до конца месяца будет готов. И в этом году, и в начале следующего года, по крайней мере, задача такая. В первую очередь делать развязки Магазовский круг, и Кажевский, Карабулакские развязки, и параллельно продолжить уже реконструкцию трассы со стороны Грозного, которая у нас уже начата была реконструкция. Вот такие задачи они есть, и я уверен, что после утверждения экспертизой этот процесс пойдет более активно. Спасибо.